Так, слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров Крымской Республики Молдубаеву Алмазбеку Тавалдыевичу. Прошу пройти к трибуне. Еще раз, здравствуйте, уважаемые судьи. Можно, да, и по порядку поступления начну, да. Первым, конечно, обратился гражданин Шарапов о проверке соответствия статьи 95, части 2 статьи 56 Конституции. Я не буду озвучивать эти статьи, но вообще институт, скажем так, институт судимости, он, скажем, является специфическим институтом, потому что действительно, как сегодня правильно говорили, человек, получив наказание 15 лет, выйдя, отбыв полностью наказание, в принципе, он как бы должен, он отдал долг государству, отдал долг гражданам, заплатил за свое деяние, и в принципе, будучи логичным, конечно, он должен был обрести права одинаковые, как с другим, потому что он отдал долг обществу, да. Но этот институт у нас есть. И сказать о том, что это наследие нашего советского прошлого, я далек, потому что вопросы судимости, они имеют и в разных правовых системах, и в той же там англосаксонской, романо-германской системе, везде есть эти институты. Зачем это делается? Мы говорим, что согласно части 2 Конституции Крымской Республики, права, свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией в целях защиты национальной безопасности, в нашем случае, общественного порядка, охраны здоровья, нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. То есть государство признает, что человек, который совершил когда-то преступление, да, отбыл, и соответственно, все равно вызывает какую-то повышенную угрозу для других граждан. И в целях защиты других граждан, наших граждан, которые также имеют абсолютные права и свободы, вводится этот институт. Мы не будем сегодня говорить об условно-досрочном освобождении, потому что это условия освобождения, это надзор, скажем, надзор за ним, его обязанности на него, которые возлагаются при условно-досрочном освобождении, ну, это обязательный, да. Мы сегодня говорим тот случай, когда человек полностью отбыл наказание. И мы говорим, что в данном случае, что в целях защиты прав и интересов других граждан институт вводится, скажем, система. Сегодня стоит вопрос не о судимости в целом, а можно ли ее досрочно погасить. То есть мы вокруг этого говорим. Ранее, да, действительно, 76-я статья Уголовного кодекса говорила, что лицо после отбытия наказания при его надлежащем поведении, то есть стимулировал человека о том, чтобы он должен был хорошо себя вести, и в последующем через орган исполнения наказания, кто надзор за ним осуществлял, чтобы он мог обратиться в суд, досрочно погасить судимость. Я считаю, что этот институт, он был, он себя в свое время, возможно, показал, но на сегодняшний день законодатель отменил. Тогда ставится вопрос, что если в данном этапе есть ли ограничение прав и свобод человека. Мы говорим, что в Уголовном кодексе написано, что преступность, наказуемость определяется временем совершения преступления. Говоря о случае госпожи Рамазановой, если человек был осужден по Уголовному кодексу 1997 года, он отбыл наказание, я считаю, это мое личное мнение, я думаю, это позиция, скажем, что в данном случае он имел право на применение в отношении его 76 статьи, потому что он был осужден по кодексу 1997 года. Соответственно, все лучшие положения кодекса 1997 года в отношении него должны быть применены. Я считаю, что Первомайский районный суд правильно поступил. Если человек был осужден по 1997 кодексу, отбыл наказание, прошло полсрока, у него есть безупречность в поведении, соответственно, Первомайский суд, что закон, который, скажем, дает какие-то, скажем, правовые плюсы, он может быть применен в отношении этого человека. И потом законодатель меняет практику, и 17, с 1 января 2019 года, с 1 декабря 2021 года новый кодекс, он отменяет этот институт.
Это было связано при обсуждении, скажем, проекта закона, что это было связано коррупционогенность судей, что это, возможно, будут кто-то использовать это в корыстных целях. Ну, и под разными предлогами рабочая группа отменила, предложила депутатам. Ну, Джавхар Кеңеш, скажем так, он поддержал эту редакцию. Но эта норма должна распространяться только на тех лиц, которые совершили после введения этой нормы. То есть, если ты совершил преступление после 1 января 2019 года или там вот, ну, после этого периода, когда было отменено, он не имеет права. То есть здесь имеет моменты, да, переходные положения. Вот мы говорим о переходных положениях. Я, можно закончу мысль, что Первомайский отменил вышестоящий городской суд отменил решение Первомайского. Я не могу, конечно, задавать вопрос, но было бы интересно узнать, что по этому поводу сказал Верховный суд. Не обращались. Да? Ну, я считаю, что если человек был осужден по-старому, то, соответственно, ну, оценку я не даю деятельности городского суда. Вот в этой части. Но когда уже новый закон, соответственно, если любое преступление совершено после введения, то, соответственно, он не может этим пользоваться. То есть мы уже обсуждали, что судимость, если она должна быть, то если нынешний порядок, то человек должен подчиниться этому порядку. Например, раньше, помните, были исправительно-трудовые колонии, ИТК. Там люди работали, где-то что-то зарабатывали. Но сейчас нет у государства возможности. То есть отмену ИТК мы же не можем расценивать тоже как нарушение прав, потому что сейчас нет возможности. Режим давайте уберем строгий или усиленный, давайте вернем ИТК. Да? Поэтому в данном случае я считаю, что противоречия нету. Есть вопросы в судебной практике применения вопросов судимости, но именно что 95-я статья нынешней редакции прямо противоречит, скажем, что в Кыргызской республике не должны приниматься законы, которые ограничивают, умаляют достоинство. То есть здесь мы не можем об этом говорить, потому что преступность и наказуемость определяется временем совершения этого преступления. По первому у меня все. Второе обращение господина Мацакова, госпожи Рамазанова и Баишева. Да? Здесь вопрос, они говорят, что отмена переходных пунктов статьи закона о введении в действие новых кодексов и некоторых законодательных актов, именно частей 7-8, который признан утратившим силу, да, в этой части я говорю о том, что не стоит вопрос о противоречии Конституции. Вопрос стоит, зачем они это сделали. Потому что, в принципе, это переходные положения. И то есть для таких случаев, в принципе, эта норма могла остаться в законе. То есть, когда Генеральная прокуратура вносила новые редакции законов, то, соответственно, они разрабатывали закон о переходных положениях. И, соответственно, в этих переходных положениях, я не знаю, по чьей инициативе, но пункты 7-8 они могли остаться и могли долгое время оставаться, потому что у нас судебная практика знает, что в 2008 году человек пришел, сдался за совершение преступления в 1993 году. Тогда еще действовал союзный кодекс УК. Пришел, написал заявление: прошу в отношении меня применить кодекс СССР, Киргизской ССР, в части не противоречащей действующей Конституции. И, в принципе, суд правомерно применил нормативный правовой акт, статью убийства, сейчас, по-моему, в то время применил статью и осудил его, и был вправ, в принципе, никто не оспаривал, но что человек вправе требовать применение того закона, которое в тот момент, да, на момент совершения, за исключением процессуальных законов, которые уже определяются видами режимов, мы не можем человеку, в мое время было ИТК, отправьте меня в ИТК, то есть именно уголовный закон, а именно статья 76, 61, правила зачета, я говорю о том, что это должно быть так, что времени определяться временем совершения преступлений. В части действительно, то, что статья 7 и 8 отменили, да, здесь я согласен с заявителем в части того, что, видите, статья 7 закона о введении в действие Уголовного кодекса о проступках, кодекса УПК нового, кодекс УИК изменения и основах амнистии. Там говорится, что 17 пункт. Правила установлены Уголовным кодексом 1997 года в отношении давности, условно-досрочного освобождения, назначения наказания более мягкого, это ниже низшего предела,
погашение, снятие судимости распространяются на лиц, совершивших преступления до вступления новых кодексов. То есть, в принципе, это хорошие нормы были, которые говорили, да, если человек совершил до 1 января 2019 года, он может пользоваться всеми благами кодекса того, который утратил силу. И, в принципе, первый раз, когда переходные положения писали, действительно хорошая работа была проведена, были все моменты уговорены, например, ниже низшего предела. Человека осуждают уже в 2019 году, он совершил, грубо говоря, в 2017, он говорит, я хочу условно, пробацию не хочу. Соответственно, суды, органы, они шли навстречу и эти вопросы решали, потому что действительно человек не должен страдать в этой части. Но в части того, что в принципе, если даже часть 7 и 8 утратила силу, суд, руководствуясь конституционными нормами применения законов, которые улучшают его положение, в принципе, должны были удовлетворить ходатайство адвокатов, и, возможно, этого процесса у нас не было бы. По части второй у меня все, по второму обращению все. По зачету времени. Логика примерно такая. Если человек был, сейчас стали вопросы задавать, что это ухудшение, улучшение. Конечно, это ухудшение. Но это улучшение, например, день за два должно зачитываться для тех лиц, которые совершили преступление, скажем, там в период действия. Или, видите, здесь процессуальный закон, как считает, да? Но в том случае все равно вот эти нормы, они должны были действовать. Я считаю, что вопрос здесь не идет об ограничении конституционных прав. Это простая математика. 2 плюс 2 – 4 или дважды 2 – 4. То есть вопросы идет просто торг с государством по дням. И я не считаю, что здесь имеет место нарушение Конституции, потому что человек совершил преступление, он находится под стражей. И говорить о том, что да, мы должны в будущем всегда человеку считать день за два, и как это связано с конституционными правами, потому что человек совершил преступление в отношении судом, по ходатайству прокурора, следователя применена мера пресечения в виде заключения под стражу. То есть речь идет о математике. Я отсидел 3 месяца, считайте мне, как за 3 месяца или за 6 месяцев. Действительно, в свое время, когда день за два было, имела место судебная, следственная практика, когда люди затягивали время, пытались затянуть максимально. Во-первых, здесь доступ к передачам родственникам, не знаю, там, чего было, можно было, родственникам не ехать где-то там на рынок, чтобы передачу сделать, можно было это здесь сделать, какие-то послабления, возможно, были, я не могу, утверждать, конечно. Но то есть здесь вопрос не стоит о противоречии, о нарушении конституционных принципов. Я говорю, если, например, в свое время, когда эта норма действовала до 1 января именно 2019 года, людям день за день считали. День за два считали. Здесь речь идет уже не об уголовном законе, а о процессуальном законе. После первого начали считать день за день. Здесь чуть-чуть разница в процессуальном законе и уголовном, то уголовный можно возвращаться обратно. А сейчас, например, если человека задержат, и он совершил преступление, в старое время, ему день за день должны посчитать, потому что уголовно-процессуальный закон определяется временем его применения, а уголовно-процессуальным временем применения, а уголовный закон временем совершения в этой части. Я считаю, что статья последняя, 80-я, которая устанавливает правила сложения, она не может быть рассчитываться как нарушение конституционных прав человека, ущемление его прав. У меня все, уважаемый суд.